метров здания жителям города, имеющим татарское, тысяч татар и башкир города Алматы, обращаясь к вам, Касым-Жомарт Кемелевич, как гаранту Конституции, как председателю Ассамблеи народов. Просим оградить рейдерский захват здания, в котором находится татаро-башкирский общественный культурный центр более 10 лет. Это не развлекательный центр, а место проведения образовательных программ, сохранения культуры, традиций, обычаев, языков двух народов, населяющих город Алматы. Гизатуллин Рашид Рахматуллович, председатель нашего центра, приобрел это здание в непригодном для эксплуатации состоянии и является добросовестным приобретателем. В течение 8 лет, выплачивая кредит в банк, восстановил здание, и он, как единственный меценат, на безвозмездной основе предоставил более 250 квадратных метров здания жителям города, имеющим татарское и башкирское происхождение. Сейчас это здание находится под угрозой. Здание, где проходят уроки языка, мастер-классы, национальные праздники и культурные обмены, планируют изъять. Под угрозой не только здание, но и наш татаро-башкирский общественно-культурный центр. Центр, который находится на полном обеспечении собственника здания, окажется на грани закрытия. У нас нет средств для обеспечения центра. Мы не сможем платить ни за аренду, ни за коммунальные услуги, проведение образовательных, культурных программ и иных мероприятий. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и взять под контроль вынесение справедливого решения Верховного суда. Защитить право добросовестного приобретателя и сохранить здание, которое является домом для татар и башкир города Алматы. Этот центр – ключевое место для сохранения языка, традиций, культуры, а его утрата вызывает серьезное беспокойство не только среди нашей общины, но и среди инвесторов, поддерживающих культурно-экономическое развитие в Казахстане. Мы уверены, что сохранение этого здания станет примером справедливого подхода и укрепления доверия в судебной системе Казахстана. Я, Шарипова Победа Фазыловна, от имени... Так, теперь комментарий почитаем. Регина Низамут не ожидала такого от Казахстана. Второе. Даже неожиданно не знал, что там есть такое, и это вызывает чувство уважения, гордости, похвалы. Дай бог, все будет хорошо. Я не думал, что в Казахстане такое. Очень жаль. Беспредел, жалко людей. А в чем причина? Почему власть, правительство допускает такое? Ничего удивительного, увы. Татары, казахи, башкиры, узбеки – то одна нация раньше. Нельзя допустить разлад. Так. Вот и стирает идентичность, мол, одна тюркская нация. Татар, казах, туркмен, киргиз, башкорт, карачо. Так, окей. Что тут еще? Интересно. И сами я с вами, братья, сестры, достал этот беспредел. Я верю в лучшее, все нации должны жить и продвигаться. Надо достучаться до власти. Все равно отберут. Деньги решают все в этом мире. Это будет позором. Мы одной веры, одного языка, мы тюрки. Скрытые комментарии. Dark Scope. Что на это скажут тутошние казахи, которые учат нас, как жить под каждой темой по СВО? Ну-ка.
Вас никто не учит, живите своей жизнью. Зная историю себя пожалеете. Зная историю себя пожалеете. Республика Крым тоже был татарский, но в составе Украины. Если вы закроете, не потеряетесь. Ходите в гости друг к другу. Езжай на СВО, умник. Залезли к соседям украинцам, разбомбили их, еще и гордитесь этим. Позор. Вообще не в тему здесь. Тема о другом. Они пишут о другом. Ну, короче говоря, будем посмотреть, да, что будет дальше идти. Интересная тема, конечно. Удивительно. Но явно кто-то тут замешан. Будем наблюдать за этим.